Мы продолжаем освещать самые заметные события. В студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Коротко о темах. 50 новых «Волгобасов» поступили в Якутск для обновления городского автопарка. Техника большого класса рассчитана на высокий пассажиропоток и уже в ближайшее время выйдет на маршруты. В Амгинском районе открылась современная поликлиника. Новый медцентр рассчитан на 200 посещений в смену. Якутский мультфильм о семейных ценностях в Горном Улусе создали анимационную картину с помощью искусственного интеллекта. 50 новых автобусов марки «Волгобас» поступили в Якутск для обновления городского автопарка. Техника большого класса рассчитана на высокий пассажиропоток и уже в ближайшее время выйдет на маршруты. Автобусы оснащены современными системами безопасности и доступны для маломобильных пассажиров. Одно из ключевых нововведений – новая система оплаты проезда. Пассажиры смогут оплачивать поездку бесконтактно, наличными и через валидаторы, а также с помощью QR-кода. Ввод автобусов и запуск новой системы оплаты будут проходить поэтапно. Завершить распределение планируется в начале февраля. Автобусы доработаны заводом значительно лучше, то есть они, во-первых, длиннее почти на метр. Во-вторых, подвеска уже более четко синхронизирована, она полностью пневматическая. Хорошая синхронизация коробки и двигателя, то есть машина работает без рывков, плавность движения осуществляется, то есть удобство для пассажиров, это, во-первых, комфортная езда. Стоят дополнительные отопители, стоит котел-отопитель для общей системы подогрева двигателя и салона в том числе. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий регионам устанавливать цены на электроэнергию выше предельных уровней ФАС, если это необходимо для исправления выявленных нарушений. Инициатива призвана дисциплинировать региональные власти, которые зачастую игнорируют федеральные стандарты, устанавливая необоснованно заниженные или завышенные тарифы, что ведет к финансовому дисбалансу. Теперь антимонопольная служба получает мощный рычаг воздействия. В случае повторного неисполнения предписаний ведомство сможет самостоятельно устанавливать жесткий экономически обоснованный предел цен. Ну а в Сунтарском районе сотрудники ДПС предотвратили аварию из-за сломавшегося на трассе тягача 20 января. На 985-м километре федеральной автодороги Вилюй у грузового автомобиля вышла из строя тормозная система. Машина остановилась в 30 километрах от села Сунтар сразу за опасным поворотом, создавая угрозу столкновения для других участников движения. Инспекторы ГАИ оперативно прибыли на место и совместно с работниками дорожной службы выставили предупреждающие знаки, обеспечив безопасность на участке, оказали водителю помощи в организации буксировки неисправного транспорта. Сейчас пойдем Балтику купим. После прибытия, увидев, что машина самостоятельно не может двигаться, после чего совместно с Автодор Сунтаром вместе забуксовали его в автосервис. Поехал Таш-Юрах, оттуда обратно ехал. Упал это аккумуляторный отсек. Из-за него порвал трубки и остановилась машина на тормозах. Благодаря начальнику ГАИ Сахаяну Анатольевичу вот я оказался здесь в теплом боксе. Таких людей, конечно, мало, честно сказать. Очень большое спасибо ему. В эти дни в Алекминске по заявлению одной из жильцов осматривают многоквартирные дома. Первоначально в плане было осмотреть 9 домов. В ходе осмотра жильцы обратились с просьбой добавить в список еще 2 дома. Надо отметить, что большая часть домов на сегодняшний день уже утратила право на гарантийное обслуживание. 3 дня представители контролирующих ведомств из Якутска комиссионно будут проверять МКД, введенные в строй по программе переселения. Я отметила, 43-я квартира, грибок, плесень, закрытая вентиляция была, открыли в ходе осмотра. Так, еще что? Кроме батареи также тоже холодные также. В первый же день комиссия, в составе которой были представители районных организаций, исполнительный директор ресурсоснабжающей организации и управляющая компания обошли 4 многоквартирных дома города. Здесь построено очень большое количество многоквартирных домов, но жители жалуются и на застройщиков, и на управляющую компанию, и на ресурсников. И вот некомфортное проживание в этих домах. Вот с этой ситуацией мы решили разобраться, где вина, причина некомфортного проживания либо застройщика, либо управляющей компании, либо ресурсоснабжающей компании. Так, ну, приняли участие у нас почти все.
приглашенные, в том числе Управление государственной строительной и жилищного надзора. Позднее к комиссии присоединился Константин Нестеров от Управления Госстройжилнадзора Республики. Так, сейчас минутку. Когда треснуло? Когда треснуло? Промерзание. Да. Было проведено обследование жилых помещений. Основная проблема жильцов – холод. Первая проблема основная – это холод, потом грибок на стене из-за перепада, видимо, температур, как мне объяснили, расхождение под подоконником, выход руки на улицу, тоже запенили, строительный мусор под линолеумом настелено так, и давит, видимо, все этажи на нас сверху, так как мы первый этаж, все дверные косяки, все это полетело, выгнуло их. 2 года было тепло. После этого все. И батареи стали холодные, и пол стал холодный. Во-первых, у нас система отопления холодная. В зимнее время в минус 55 у нас вообще батарея чуть теплее руки. То есть как бы и руки не согреешь, а обожжешься точно. В моей квартире еще проблемы с плесенью, с сыростью и с конденсатом на стенах. Какие причины привели к этому, будет рассмотрено на совместном совещании. Пока же речь идет о предварительных результатах. По результатам осмотра и инструментального обследования предварительно причины низкой температуры в жилых помещениях – это промерзание цокольного перекрытия полов на первом этаже, некачественная поставка коммунальной услуги, то есть температура теплоносителя не соответствует графику, и продувание с окон и балконных дверей. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Бригада врачей мобильного хирургического центра Республиканской больницы номер 2 работает в Намском Улусе. Это уже второй выезд врачей с начала проекта «Мобильный хирургический центр». В бригаде 9 специалистов. Нейрохирург, травматолог, ортопед, сосудистый хирург, лор, проктолог, врач-анестезиолог и 3 медсестры. В течение недели доктора по своим профилям провели 50 операций, планируют еще 10. Также проведены консультативные приемы. Городские врачи обеспечены всем оборудованием высокотехнологичных исследований и сделали немало сложных операций. О прибытии республиканских специалистов сотрудники Намской больницы проинформировали жителей заблаговременно. Пациенты заранее прошли исследования и смогли сдать ряд анализов по месту жительства. Осмотром и приемом врачей люди остались довольны. Я 20 лет назад, получается, нос повредила. И вот этот вздох, как будто только родилась. Прямо, не знаю, вот эта правая ноздря, она вообще не дышала у меня. Сегодня я очень так рада и так благодарна врачам. Они 20-летнюю мою мечту как бы осуществили. С прошлого года мы начали делать имплантации коленных суставов, очередь на которых достигает 3-5 лет. И вот мы провели уже в Намском районе, получается, 3 имплантации. В этом году у нас запланировано еще порядка 100 с чем-то имплантатов коленных суставов. В селе Амган начинает работу современный медцентр на 200 посещений в смену. На открытии побывал глава Якутии Айсен Николаев, который отметил, такие объекты появляются не только в городах, но и на селе. Это улучшает качество жизни якутян. Внутри женская консультация, взрослая и детская регистратуры, дневной стационар на 5 коек, лаборатория, кабинеты узких специалистов, а еще новейшее оборудование. Рентген, УЗИ, эндоскопия, маммограф, флюорограф и даже лор-комбайн впервые в районе. Поликлиника построена по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Она будет обслуживать более 16 тысяч человек. Это все население Амгинского района. Сегодня искренне радуюсь за своих коллег, потому что у них появилось новое, прекраснейшее современное здание, напичканное всевозможным современным медицинским оборудованием, которое позволит, в первую очередь, приблизить диагностику здесь, в селе непосредственно Амга для жителей, сделать эту диагностику доступной. Плюс врачам очень хорошее подспорье, они оперативно будут принимать решения по лечению, профилактике тех или иных заболеваний, также оперативно отправлять в случае необходимости в больнице 3-го уровня. Порадовался за офтальмолога, потому что у него появилось новое медоборудование, и мы вот тесно уже давно работаем с коллегами.
В Усть-Алданском Улусе почтили имя Владимира Слепцова. 80 лет назад в этот день родился четырехкратный победитель спартакиады народов ЯССР, марафонец Владимир Пантелеймонович Слепцов. Его имя продолжает жить в воспоминаниях соотечественников, воспитанников, детях и внуках. Владимир Слепцов в свое время внес огромный вклад в развитие легкой атлетики и лыжного спорта. Долгое время он работал учителем в Мирюнской средней школе номер 2 и до конца жизни трудился заместителем главы Мирюнского наслега. Он бегал на спортивных дорожках Москвы, Магадана, Дальнего Востока. Поэтому мы гордимся его именем, чтим его память и выражаем большую надежду, что спортсмены Якутии, нашего Улуса, еще будут побеждать на республиканских, улусных и российских соревнованиях. В системе образования Вилюйского района наступивший год объявлен годом чтения. Для привлечения внимания школьников к чтению планируются разнообразные мероприятия, которые помогут создать атмосферу интереса и вовлеченности, что будет способствовать регулярному чтению и осваиванию новых знаний. Это книжные выставки, литературные квест-игры, конкурс чтецов, встречи с писателями и многое другое. Уже сегодня в Вилюйской начальной школе номер 1 прошло торжественное открытие года, на котором открыли клуб чтецов. Это событие станет отличной площадкой для любителей литературы, где они смогут делиться впечатлениями о прочитанных произведениях, участвовать в дискуссиях и повышать свою культуру чтения. «Волшебник изумрудного города». Сама сказка очень интересная, и я хочу, чтобы мои ровесники вообще читали книги. Эта книга дает храбрость, счастье и очень интересная книга. Всех детей призываю к чтению. Чтение – это знание. Проведен конкурс чтецов стихотворений на тему «Зима в произведениях русских поэтов». Всего приняло участие 65 учащихся нашей школы. Также мы открываем сегодня клуб чтецов, целью которого является повышение мотивации учащихся к чтению. Якутский мультфильм о семейных ценностях в Горном Улусе создали анимационную картину с помощью искусственного интеллекта. Инициатива принадлежит руководителю отдела ЗАГС Горного Улуса Элите Андреевой и Саргалане Петровой, освоившей технологии искусственного интеллекта. Фильм посвящен сохранению семейных традиций. Мультфильм «Быстебат Сетим. Неразрывная связь» рассказывает о самых важных вещах – семье, традициях, якутских обрядах. И сделано это современно и ярко, чтобы заинтересовать молодежь. Якутский мультфильм «Быстебат Сетим» создан с целью показать семейные традиции, связь ребенка с его родом, предками и историей семьи. Мы планируем показать его школьникам, провести классные часы, чтобы они чтили и не забывали традиции своих предков. Это были все новости к этому часу. До встречи в итоговом выпуске новостей.